Ассаламу алейкум, я приветствую всех. Сегодня мы записываем наше выступление специально для канала Даймок Онлайн. И я напоминаю, что вы можете подписаться на наш личный канал Амина Тисаева, на который вы найдете ссылку в описании данного видео. Сегодняшнее наше выступление посвящено событиям 16 века и целому ряду выдающихся личностей, сыгравших важную роль в истории Северо-Восточного Кавказа. Это события, связанные с второй и третьей четвертью 16 века и с распространением влияния Казикумухского шамханства, которые в период правления Чопан Шамхала вели успешную военную, политическую и миссионерскую деятельность в рассматриваемом регионе. Ориентировочно в 1576 году в одних источниках он называется братом, в других источниках родственником. Тучелав, брат или родственник Чопан Шамхала, захватывает Хунзах, и с 1576 года какое-то время он состоит там в качестве нуцала. В это время на территории гор Чечни, в частности на территории Чеберлоя, проживал человек, которого звали Саркан Халч. Согласно преданию, он был прямым потомком Сурака. Сурак, как нам известно, был основателем Хунзахского нуцарства, и один из его сыновей, Байра, продолжил династию хунзахских нуцалов. Та ветка, которая осталась на территории Чечни, ее потомком считается Саркан Халч. Это признают и дагестанские исследователи. При этом Саркан Халч был этническим чеченцем, в принципе, как и остальные представители этого рода. Значит, то, что касается событий 16 века. Вот эта экспансия, о которой мы говорим, экспансия Чопан Шамхала, она распространилась на территорию так называемой Ичкерии, или, как ее называют чеченцы, Ношмака, на территорию Чеберлоя, на территорию даже Аргунского ущелья, о чем будет сказано, и на, естественно, приграничные области, значит, с дагестанские области, приграничные с этими чеченскими районами. Значит, прежде всего отметим, что после 1576 года, уже ориентировочно в 1577-78 годах, согласно одной из рукописей, Чопан Шамхал лично вторгся через ущелье Шару-Аргуна на территорию Аргунского ущелья. Значит, это целая череда сражений, которые происходили и по пути, и в первую очередь на территории Аргунского ущелья. В Шатойской котловине начались действия в районе современных сел Варанды, в районе современного села Ваштар. Тогда в преданиях упоминается личность, допустим, предводитель Ваштаройского общества, которого звали Мохцур. Значит, и пока противник, то есть Чопан Шамхал со своими газиями, пытался добиться контроля над одним участком или вторым участком, там упоминаются различные местности, например, на территории современной Ушкалойской, значит, теснины нам известны две башни. И согласно этому рукописному источнику, Чопан Шамхалу и его газиям не удалось пройти через этот узкий участок. Там прежде находился каменный мост, находился деревянный мост, и, по всей видимости, река была намного выше, Аргун был намного выше по уровню, нежели сейчас. Противнику не удалось пройти этот участок, он в тексте записан как гора Селила. Они развернулись обратно. Боевые действия в основном проходили на территории Шатойской котловины, села Варанды, села Вашендарой. Из Вашендароя Мохцур, о котором было сказано, забрался на хребет Баундука, и место, которое он определил, через которое он прошел, и сегодня существует под названием Мохцур Атибек, то есть место, где Мохцур поднял свое войско, свой войсковой отряд. В итоге, согласно этому источнику и преданиям, которые широко представлены в Шатойской котловине, Шамхал получил ранение стрелой, которое нанес ему воин из Варандоевского общества. Впоследствии от этого тяжелого ранения он скончался. И действительно, относительно времени смерти Чопан Шамхала существуют различные трактовки. Некоторые говорят как раз таки о 78 годе,
другие говорят о 1574, некоторые относят это событие к 1582 году, но так или иначе мы имеем письменно зафиксированное и отраженное в преданиях сообщение об обстоятельствах, при которых произошло это событие. Значит, кроме этого, газиям Чопан Шамхала ранее удалось достигнуть успеха на территории Норчмарка. Допустим, один из родственников Чопан Шамхала, в преданиях он называется Гады Шейх. Но Гада — это более старая форма, усвоенная чеченским арабского слова «эйда», то есть это Кади Гада. Так вот, его действительное имя было Зайнал Абди, и под предводительством Зайнал Абди газийские отряды предпринимали удары по Нажиртовскому району современной Чеченской Республики. В частности, упоминается один из прецедентов, произошедших на территории близ села Биной. И здесь возникает новая известная чеченская фигура курчулоевского рода, это Берс-шейх, который тогда до начала его проповеднической миссионерской деятельности был известен как Дучи. Так вот, сообщается о том, что Дучи был норчмарковским предводителем. Он преградил отступающим вместе с трофеями газием под предводительством Гада Шейха. И между Гада Шейха и Дучи состоялось сражение, рыцарская дуэль на горе, которая сегодня уже носит имя победителя, то есть Берсанла. Гада Шейх получил смертельное ранение. Это, кстати говоря, предание приводится в подробностях и описывается у Попова в этнографических записях XIX века. И в этом сражении Берс-шейх нанес смертельное ранение своему противнику, своему оппоненту. Гада Шейх, перед тем, как скончаться, предсказал ему начало проповеднической деятельности и завещал своим сподвижникам, чтобы они поддержали Берс-шейха во всех его начинаниях. После этого Гада Шейх был похоронен на территории Чеберлойского района в селе Макажой, в известном сегодня зиярате, которая находится почти у обрыва на берегу реки Ахиты. И сегодня это погребение можно найти. Рядом с ним, кстати говоря, похоронен еще и другой человек, который известен как Юсуф. Что касается личности Юсуфа, дело в том, что в преданиях, помимо упоминания Гада Шейха, Тучелава, о котором было сказано ранее, он же, по нашим сведениям, Абу Муслим Хунзахский, и Чопан Шамхала, вот 3 человека у нас упоминается, еще один деятель, религиозный деятель, это Юнус Шейх Ансалтинский. Юнус Шейх Ансалтинский возглавлял местную школу в Ансалтах, был известным проповедником, и Юсуф как раз-таки приходился, согласно имеющимся данным, Юсуф приходился братом Юнус Шейху Ансалтинскому. Между прочим, Юнус Шейх, после того, как началась миссионерская деятельность Берс-шейха, считается, что они с Берс-шейхом стали друзьями, хотя Юнус значительно был старше него. И в конце концов Берс-шейх несколько позднее, ориентировочно в 1598 году, даже отомстил своим противникам за убийство Юнус Шейха. Юнус Шейх похоронен на территории села Ансалты, ну и его брат Юсуф, как было сказано, похоронен рядом с Гада Шейхом на территории чеченского села Макажой. Возвращаясь к боевым событиям того времени, сообщается о том, что отряды, которые, по всей видимости, которыми предводительствовал либо Чопан Шамхал до того, как он пришел в Аргунское ущелье, либо его брат Тучелав, либо, по всей вероятности, что вполне вероятно, сам Гада Шейх, этим войскам удалось захватить чеченское село Хой. Хой, кто знаком с этим аулом, знает, что это достаточно укрепленное поселение. И после этого неожиданного нападения газии попытались продвинуться на территории уже Ахкитинского ущелья и подошли вплотную к аулу Казиной. Однако там они получили серьезный отпор и, не сумев захватить этот населенный пункт, а значит продвинуться далее в Макажой, они развернулись и стали укрепляться на территории Хоя. И вот в преданиях, кстати говоря, они приводятся
Виноградовым, приводится, естественно, и в других этнографических источниках. Согласно преданиям, чеченцы попытались захватить обратно Хой, им этого с первого раза не удалось. Затем они предприняли еще попытки, и все они были неудачными. В итоге чеченцы предприняли хитрость, как рассказывает нам об этом предание. Ночью они вымощали дорогу в сторону Хоя из кремния, которые привозили с различных окрестностей. И напоследок, перед тем, как напасть на Хой, работы эти проводились в ночное время, а днем никого не было видно, соответственно. Перед тем, как наступать на Хой, чеченцы отправили своего лазутчика под видом перебежчика к газиям, которые укрепились в Хое. Этот лазутчик якобы передал им важную информацию, согласно которой чеченцы ожидают какую-то невероятную поддержку. То есть это был психологический маневр для того, чтобы обороняющиеся в Хое газии ожидали неясного, но грозного противника. Итак, в ночь перед самым наступлением на Хой чеченцы перековали своих лошадей и с этими лошадями через эту вымощенную кремнием дорогу стали двигаться с гиком в сторону Хоя, и от ударов подков об кремневую дорогу выступали искры, и все это в совокупности впечатление, которое оказало психологическое давление на защитников Хоя, фактически поспособствовало тому, что без боя чеченцам удалось вернуть обратно Хой. Далее, возвращаясь к личности Саркан Халча, скажем, что согласно преданию, на момент, когда противник подступил в район современного Ботлихского района, в земли Ботлихского района, им были разделены территории современного Чеберлоя на несколько военных округов. Эти военные округа были обязаны выставить определенное количество ополченцев. У самого у него была дружина численностью в 300 всадников. И сообщается о том, что когда противник подступил к горе Арсойлам, с которой просматривается значительная территория Чеберлойской котловины, Саркан Халч предпринял несколько маневров. И я не буду переходить на подробности, скажем только, что противник был введен в заблуждение и посчитал, что перед ними достаточно сильные и многочисленные войска чеченцев, хотя в действительности речь была не более, по всей видимости, не более чем о 1000 человек. Так вот, введенные в заблуждение, видя уже начинающееся наступление чеченцев, газии стали постепенно отступать на территорию в сторону Ботлиха. В итоге в Ботлихе, как его в предании называют чеченцы, Болок, состоялось генеральное сражение, которое выиграли чеченцы. И таким образом вот эти вот события, целая череда завоеваний 1576, 77, 78 годов, она завершилась вот на такой ноте. Добавим к этому, что с 1578 года на равнине, в первую очередь это Азербайджан и позднее это Северо-Восточный Кавказ, шла завоевательная деятельность Османской порты, с которой в союзные отношения как раз-таки вступили Казикумухский и Шамхал, то есть Шамхал-Чопан. И этим было обусловлено то, что на равнине чеченцы скорее терпели поражение. Тогда предводителем был, как вы знаете, известный чеченский предводитель Шехмурза Акотский. Боевые действия шли в Чир-Юрте, шли в Эндерее, ну и так далее. Под Эндереем, кстати говоря, до сих пор известно погребение. Это древние, позднесредневековые турецкие захоронения, турецкое кладбище. Таким образом, вот так вот, наверное, можно, обобщая, завершить наше краткое выступление по событиям 3 и 4 четверти XVI века.